В эти дни в столице нашей страны в канун большого юбилея Коми проходят Дни Республики. Они стартовали в воскресенье на сцене концертного зала имени Чайковского, Московской филармонии и завершатся грандиозным гала-концертом в Большом театре 31 мая. Для нашего региона это уникальная возможность поделиться самобытной культурой коми народа и вместе с тем укрепить партнерские отношения со столицей. Евгений Стокас передает из Москвы. На московской сцене концертного зала имени Чайковского Государственной филармонии самый настоящий национальный праздник. Открыть Дни Республики Коми в Москве выпала честь нашим лучшим артистам-народникам, государственному ансамблю песни и танца имени Морозова «Асия Кыа». Так сказать, пошли с козырей. Край лесов, рек, уникальные истории и замечательных людей. Так глава Коми представил республику московской публике и пожелал жителям и гостям города увлекательного знакомства с традициями и культурным достоянием коми народа. Мне очень приятно, что открытие нашего большого праздника, мы к нему очень долго и много готовились, нашего столетнего юбилея республики, мы открываем в одном из самых замечательных концертных залов России. И я от всей души хочу сказать, что мы думаем, что все, что вы увидите за эти дни, поможет вам кому-то вспомнить замечательную республику, кто с ней расстался и уехал в другие города. Тем, кто живет в республике, еще раз возгордиться этой замечательной землей и замечательными людьми. Именитые театры республики выступают в эти дни со своими постановками на главных сценах города. Это театр оперы и балета, Коми, драмтеатр имени Савина, Национальный музыкально-драматический, уникальный Воркутинский театр имени Бориса Мордвинова. При этом, чтобы прикоснуться к нашей культуре, совсем не обязательно быть в 4 стенах. В эти дни самая высокая башня в Европе, Останкинская, подсвечивается каждый день цветами республиканского триколора. А до 6 июня на Никитском бульваре работает фотовыставка «Природа, традиции, люди». Она посвящена восхитительной красоте нашего севера и силе народных традиций. Наша задача как можно больше рассказать вообще о наших традициях, о нашей земле, о нашей культуре, о всем том, что есть сегодня в нашем крае, в удивительном крае. Я думаю, что сегодня мы порадуем москвичей вот действительно тем, чем мы гордимся многие годы. В рамках Дней Республики Коми произошло в том числе важное событие для будущего нашего региона. Правительство республики и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Оно укрепит связи в традиционных сферах взаимоотношений – научно-технической, культурной и торгово-экономической. Для нас очень важно взаимодействие с этой небольшой по численности республики, но очень важной для страны и интересной для москвичей. Ну и я надеюсь, что Москва и москвичи будут полезными для совместной работы, для развития республики. Мы всегда открыты, мы всегда готовы помочь, поделиться опытом, помочь в трудной ситуации. Спасибо, что вы постоянно находитесь на связи. Мы чувствуем ваше тоже плечо, вашу поддержку. Коми успела презентовать и свой туристско-инвестиционный потенциал. Перед московскими бизнесменами и инвесторами на форуме komi.moskva представили главные достопримечательности республики и предложили инвестиционные инфраструктурные проекты. Ну а ключевые события произойдут в заключительные 2 дня Республики Коми в Москве. 31 мая на новой сцене Большого театра состоится заключительный гала-концерт творческих коллективов Республики Коми. Это будет грандиозное мероприятие, на которое также приглашены официальные лица, земляки, москвичи и гости столицы. Мы очень надеемся, что творческое наследие республики произведет неизгладимое впечатление на всех гостей этого прекрасного праздника. Этот потрясающий концерт покорит любого, даже самого взыскательного зрителя. Юрген осветит его в прямом эфире, как и запуск брендированного состава вагонов в столичном метро, который будет курсировать по синей ветке.
Уже 1 июня Дни культуры Коми начнутся и в Санкт-Петербурге. Северную столицу ждет масса сюрпризов и ничуть не меньше внимания. Но это уже другая история.